Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из повести «Барышня-крестьянка». Ну, Елизавета Григорьевна видела молодого Береста. Нагляделась довольно. Целый день были вместе. Как это? Расскажи по порядку. Извольтесь, пошли мы. Я, Ныныла, Дунька, Анисия Егоровна. Хорошо, знаю. Ну, а потом? Позвольте, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу. Были Захаревский, Колбинский, приказчица с дочерьми, Лупинский. Ну, а Берестов? Позвольтесь, вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подле нее. А дочери и надулись, да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна со своими вечными подробностями. Да как же вы нетерпеливы? Вот мы вышли из-за стола, а сидели часа 3. И обед был славный, пирожное бланманже синее, красное и полосатое. Вот мы вышли из-за стола и пошли в сад в горелки играть, а тут молодой барин и явился. Ну что ж, действительно, что он так хорош с собой? Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку. Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Ну что ж, каким он тебе показался? Печальный, задумчив. Да что вы! Да я такого бешеного я сроду не видывала. Думал с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать невозможно. Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами провозился. Это удивительно. Говорят, что он влюблен и ни на кого не смотрит. Не знаешь, а на меня так уж слишком смотрела. Да и на Таню, приказчикову дочку тоже, да и на Пашу Колбинскую. Да, грех сказать, никого не обидел. Такой баловник. А что про него в доме сказывают? Барин сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками уж слишком любит гоняться. Да по мне, это еще не беда. Со временем остепенится. Как бы я хотела его видеть.